защищали законопроект о семейном насилии. Я попросила международные организации, что с мужчинами надо разговаривать не только с помощью эмоций, а надо говорить сухой статистикой и фактами. И нам сделали распечатку, во сколько обходится смерть одной женщины от семейного насилия. На 2014 год это было порядка 25 тысяч долларов США. Я курс не буду говорить. Вот. И там у нас есть расшифровка. Я ее найду, вам могу скинуть. Это начиная от вызова скорой помощи. Заканчивая если дети остаются без родителей, мужчины, естественно, уходят в тюрьму, детей сдают в приют, в детские дома. Сколько это обходится государству? Вызов милиции, рабочие часы посчитали, это похороны посчитали. И когда все эти расчеты были переведены на рабочие часы и распечатаны, и когда получили расшифровку, мы все были шокированы. И когда в парламенте мы озвучили эту цифру с расчетами, передали эту распечатку каждому депутату, я думаю, это очень сильно на них повлияло. Это не просто мы хотим работать и свободны, помимо того, что каждая свободная рука, почему нужны садики, школы, женщин надо освобождать, для экономики каждая свободная рука – это огромный плюс. Каждая пара рук, женская, мужская, совершеннолетняя, это очень важно, да, это огромный вклад. А мы-то молодое государство, нам всего 30 с чем-то лет. Мы должны работать, чтобы достигнуть тех вершин, о которых мечтаем. И после этих расчетов, когда эти распечатки были переданы, многие мужчины отреагировали совершенно по-другому. Это не просто «я хочу», это получайте, что такое убить одну женщину. Как дорого это обходится государству. Нельзя этого делать. И это один из тех инструментариев, на которых, я думаю, законодательница должна основываться, говоря о гендере, говоря о развитии общества. И тем более о семейном насилии.